Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Туркменистан намерен сотрудничать с МАГАТЭ в оснащении нового онкологического центра. Замглавы МИД Туркменистана посетил посольство Азербайджана и оставил запись в книге соболезнований. Посольство России в Ашхабаде запустило сайт на туркменском языке и другие новости. Туркменистан намерен расширить сотрудничество с МАГАТЭ в области ядерной медицины для развития онкологической помощи в стране. Об этом заявил председатель Халк Маслихаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время инспекции строительства Международного научно-клинического центра онкологии. Необходимо активизировать сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии в сфере здравоохранения, в частности ядерной медицины, и провести консультации с его представителями. Это особенно важно для обеспечения безопасности обращения с отходами на новом объекте, отметил национальный лидер туркменского народа. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Сердар Мухаммед Дурдыев сделал запись в книге соболезнований в посольстве Азербайджана в Ашхабаде в связи с гибелью людей при крушении самолета Азербайджан Airlines. От имени туркменской стороны он передал искренние соболезнования послу Азербайджанской республики в Туркменистане. Посольство Российской Федерации в Туркменистане расширило языковую доступность своего официального веб-сайта, добавив версию на туркменском языке. В ходе очередного обновления запустили версию сайта посольства на туркменском языке. Постепенно будем добавлять на данную платформу новые материалы, говорится в сообщении пресс-службы посольства РФ в Ашхабаде. По результатам 11 месяцев этого года объем грузоперевозок по маршруту Китай, Казахстан, Туркменистан, Иран вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Возросший показатель грузоперевозок подтверждает растущий интерес участников рынка к данному направлению и свидетельствует об эффективности реализованных мер по улучшению логистического сервиса. К такому выводу пришли участники экспертного совещания в Пекине, посвященного вопросам развития маршрута. В морской порт Астрахани поступило 18 тонн томатов из Туркменистана. Специалисты Россельхознадзора проверили 2 партии этой продукции и выдали фитосанитарные сертификаты на основе лабораторных исследований. В этом году в Астраханскую область было импортировано 90 партий туркменских томатов общей массой более 835 тонн, что в 5 раз превышает количество за предыдущий год. МИД России разрабатывает поправки в законодательство, направленные на расширение возможностей системы электронных виз. Согласно заявлению директора консульского департамента МИД РФ Алексея Климова, планируется увеличить разрешенный срок пребывания иностранцев в России по электронной визе с 16 до 30 суток при сохранении ее кратности. Брайан Клэг, 39-летний житель Нью-Йорка, годами боролся с лишним весом. Его 185 килограммов превращали даже обычные прогулки в мучение. Но настоящим ударом стало посещение парка развлечений, когда ему отказали в катании на американских горках из-за веса. Это стало переломным моментом. Оставив в прошлом сладкое и фастфуд, Брайан начал упорно тренироваться. За 11 месяцев ему удалось сбросить 60 килограммов. И вот в октябре этого года он смог исполнить свою мечту – прокатиться на долгожданных американских горках. На чемпионате Азии среди юношей и юниоров в Дохе сборная Туркменистана завоевала 28 медалей. 11 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. В соревнованиях приняли участие 237 спортсменов из 20 стран. Медали в составе туркменской сборной завоевали 10 атлетов. Мадридский футбольный клуб «Реал» планирует изменить название домашнего стадиона Сантьяго Бернабеу, который планируется сократить до Бернабеу. Сайт стадиона уже изменил свое название, как и социальные сети арены. Сокращение названия также заметно на подарках, которые клуб презентовал на рождественских встречах. Стадион построили в 1947 году и позднее назвали в честь президента Реала Сантьяго Бернабеу, в годы работы которого клуб выиграл 6 кубков европейских чемпионов. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.